Предприниматель, наверное, это такое, на мой взгляд, внутреннее состояние. Именно состояние. Человек всегда что-то предпринимает, да, он как бы находится в каком-то поиске, в таком более интересном, смотрит на жизнь такой определенной, часто с коммерческой, но очень часто и такой социальной точки зрения, как дальше жить на своей земле вместе со своими земляками. В чем вы думаете феномен, то, что в бассейне реки Ижма рождаются предприниматели? Ну, я бы сказал, рождались предприниматели. Получилось, что здесь встретились три народа. Конечно, в основе коми. Это пришли вымские коми, да, достаточно много. До нас в бассейне реки Пижма, Цильма, это в устье этих рек жили уже русские. То, что в нашем понятии уцелема, но это были частью староверов, а не обязательно староверы там были, это просто были русские люди. И еще, естественно, у нас жили лесные немцы. И это вот смесь, смешение кровей, да, дало вот такой вот всплеск предприимчивости и интеллекта именно. Люди вот эти начали понимать, что жить на севере надо быть предприимчивым, надо чем-то заниматься. У меня есть в крови ненецкая кровь, со стороны матери была прабабушка Ненка. Абсолютно хорошо, лояльно отношусь, у меня среди немцев есть друзья, я же много езжу туда. Хорошие люди, это такие очень активные предприимчивые, хорошие охотники, рыбаки, да, и сейчас оленеводы. Но ненец живет в своем чуме, да? Ему достаточно 50 оленей. Это значит, можно поесть, можно куда-то съездить, можно сделать чум, и все замечательно. Коми начали жить, а что 50, давай 100. Что-то уже можно продать. А давай 200. Уже чуть, что-то разбогатеем. Можно уже еще больше что-то купить, лучше жить. И именно наши коми, ижемцы, ижва коми, сделали, что в стаде где-то 1500-2000 голов, за таким поголовьем оленей можно хорошо наблюдать, обслуживать их, да, и оттуда получается товарное производство. Товарное производство, в нашем понятии, бизнес. Производим товар, который можно продавать. Вот это основа предприимчивости. Ижемцы очень быстро поняли, что в упряжи оленеводов используется очень много замши, вязка вот это. Ижемцы очень быстро поняли, что из оленей шкуры замша получается лучше. За счет этой замши сделали вот эти замшевые дома, маленькие неаркеры, за счет этой замши начали очень активно продавать. Продавали масло, коровье масло, потому что всегда жили с скотом. Элементарно продавали куропаток, большое количество, тоже. Продавали оленье мясо. И все это, именно товарное производство и торговля дало такой всплеск. А что еще интересно было, один ижемец чем-то занимается, хорошо начал зарабатывать. Сосед не душил его, да, а так сам тоже активно начал по тому примеру или где-то в другом месте, другим образом начал заниматься. В Красноборе до революции, в моем селе, до революции был кирпичный завод. Кирпичи, которые ломались, они выкидывали в ручей, во враг. Я в детстве бегал, эти кирпичи, через 50 лет, даже 60 лет они были в идеальном состоянии, кусочки кирпича не ломались. Вот такого хорошего. Все это было очень так сделано. 9 поколений до меня предков от основателя Краснобора, Терентьева Константина, это мои прямые предки по мужской линии. И 4 поколения это Вижме Терентьевы. Со дня первого Терентьева, записи 1598 года. В общем-то, 13 поколений по мужской линии, да, я знаю своих предков. Это не купцы были, это были очень серьезные крестьяне, состоятельные, богатые крестьяне ижемские. У моего прадеда, получается, троюродные братья были предприниматели из Краснобора Иван Пи. Это очень состоятельные люди. Они занимались всем, что можно было на тот период заниматься. Ловили рыбу, оленина,
да, переработка кожи. Неаркерка в Красноборе была одна из лучших. Красноборских у этих купцов, Иван Пи, Терентьевых магазинов в Архангельске, в Петербурге, в Москве, в Париже. Так вот работали. Это были очень предприимчивые.